Всем ассаламу алейкум, вас приветствует Лига воинов Каган. И сегодня событие эпохальное для нашей лиги. Первая пресс-конференция первого нашего карда, который мы построили из самых интересных бойцов в нашей стране. Безусловно, среди них есть действительно именитые, есть профессионалы, есть парни, которые абсолютно точно будут зажигать. Ну и представимся, друзья, рядом со мной мой соведущий, а также основатель Лиги Каган, это Миралмаз. Здравствуйте, и с вами самый узнаваемый голос в спортивном кругу Бексултан Усиналиев. Спасибо большое. Итак, во-первых, наша лига ориентирована на то, чтобы не делать какие-то там постановочные поединки, это сразу нужно отметить. У нас есть ребята очень серьезные, я в этом уверен. Мы собрали карты, есть поединки, и вот у нас здесь сидят ребята, которые сегодня будут знакомиться со своими оппонентами, со своими соперниками, и будем потихоньку мы, наверное, даже начинать. Объясни, Мир, какие будут правила, во-первых, нашего первого турнира, какой будет формат турнира? Коротко постараюсь объяснить всем. Бокс, то есть по правилам бокса, в ММА перчатках, то есть тоненькие перчатки, как снаряд, да, ну, все знаете. 4 унции. Да. И правила по 4 минуты, 3 раунда. Потом решающие поединки будут по 5 минут 3 раунда. Все понятно. Ну, вопросы, если будут, по ходу будем спрашивать. Ребята будут интересоваться. У нас, друзья, первый бой нашего карда. Два молодых парня. Один из них, ну, у них вообще интересные прозвища. Давайте представим. Эгемберди Исраилов и Орозбай Асан. Давайте поаплодируем ребятам. Это парни, которые откроют наш карт. Ребята, которые будут зажигать. Первый из них Эгемберди. Давай, с тебя начнем. 20 лет, 75 килограммов. Ну и давай по регалиям познакомь себя. Меня зовут Исраилов Эгемберди, по прозвищу Медоед. Я сам приехал из города Такмак. Основная база кикбоксинг. Ну, что сказать. В таких местах слабые не собираются. И здесь я слабых не вижу. Ну и что хочу пожелать всем удачи, а мне победу. И если не это, чуть не забыл, хочу поблагодарить организаторов Мирбеке. Спасибо вам, что даете нам шанс таким пацанам выйти из тени, из ямы. Спасибо вам большое. Всем ассаламу алейкум. Спасибо, приятно. Ну, как говорится, сначала я вам дам заработать, потом вы мне. Конечно. Итак, давай коротко сейчас. Его соперник Орозбай Асан, 28 лет, он кикбоксер. Орозбай, давай познакомь себя, расскажи о себе, чем занимался вообще. Всем салам алейкум. Меня зовут Орозбай Асан. Сейчас мне 28 лет. База тоже кикбоксинг. Үзіп тиіп неме қылғам, мындай машығып постоянно емес, тиіп қачып, перерывтар менен. Спортқа өзі 2021 келдім, 2014 боксқа кішіне барғам. 8 жыл болған тұр ғой машықтан, активно? Активно десе деле болбойт. Мен өз негізі активно қатышпай эле, өзім самостоятельно тренировка кылып туруп эле катышып атам азыр. Эки профессиональный бой өткөрдүм, анда деле мындай самостоятельно даярданып туруп эле катыштым. Эки профессиональный бойдо деле, анан любительский бойлордо эле самостоятельно даярданып катышкам. Уттуң го, кандай? Уткандар бар, утулган бойлор бар, ошо. Экөөнөн канчасы уттуң, канчасын турдуң? Эки профессиональный бойдон экөөнөн тең утулдум негизи. Бирөөнүн раздельный решение менен вроде мен аны уттум деп ойлодум эле. Ал местный боец болчу. Кайсы лигада чыгыш? Москвада. По-моему, Big Fighters деген. При коротком уведомлении, да, выходил? Ооба, кыска аралыкта чыгып калдым 4 күн дегенде. У тебя соперник, смотри, 20 лет, чемпион Кыргызстана по кикбоксингу, чемпион Кыргызстана по муай-тай. Вообще, что о нем думаешь? Это, как мне кажется, для тебя очень серьезный соперник. Да, он оказывается очень серьезный соперник, но ростом равными. Думаю, при руке хорошо получится бой. Какой план? Как говорится, кикбоксинг кикбоксингом, да, здесь только руки работают, поэтому ринг покажет, кто лучше.
Какой план есть? Смотри, ты кикбоксер против очень, но уже опытного, молодого, горячего парня. 28 лет мы с тобой ровесники, если что, понимаю, уже потихоньку уже что-то там барахлит, да? Потихоньку. Да, бир бойдо главный картта катышкам, анда деле соперник мастер спорт болчу, кулачкада катышкам без перчатки. Ага деле жакшы эле болгон бой негизи. Чуста жакшы эле көрөбүз, жакшы бой өткөрөбүз деген ниеттемин, жеңишке ниет кылгам ошол. Эгемберди, вообще как у тебя появилось желание поучаствовать именно в такой движухе? Следишь за ММА, за ММА в целом? Ну, в основном слежу за хардкором. Ну, я просто сидел дома, ну, домашними делами, но потом там история вышла Барса, Тимурлан Барса, потом я сюда зашел, он там уже рекламировал эту лигу. Ну, что-то я почувствовал, что это мое, что оно зовет меня. Ну, я зашел и написал Мирбайке, я готов, как надо, что сделать, чтобы поучаствовать в этом бою, я готов, я заряжен. Вот так и я пришел сюда. Полностью будешь уходить в эту сферу, либо там будешь выступать по ММА, по муай-тай, по кикбоксингу? Без разницы. Чем больше боев, тем лучше. По сопернику что скажешь вообще? 28 лет, 2 боя в ММА есть, проиграл, правда, но парень, видно, хочет зарубиться с тобой. Ну, как учил мой тренер Хихи Малик, нельзя недооценивать соперника, каким бы он ни был бы. Насчет соперника я что скажу? Ему удачи, мне победу. И думаю, у меня есть план вынести во втором раунде. Второй раунд, да? Да. Оразбай, қайсы раунд, какой раунд? Мен продюсер айтыш керек, 3 раунд толук эле түшөм деп ойлойм. Анан биз неме кылабыз, ниет кылабыз, бирок Кудай өзү чечет кандай бой болуп көрөбүз да, жакшы ниет кыла берели. Да, знакомы были, танышпай? Нет. Нет, да? Первый раз видитесь. Да. И почему Медеев вообще, не понял? Прозвище Медеев, парень. Меня так прозвали, из-за того у нас есть сходство с этим животным. У этой животное, чем он уникален? Он нападает на тигров, на львов, И на на кобру. Если был бы драконом, он на дракона тоже нападал бы. Так сказать, бандит джунглей. Соперник вообще панда. На панд тоже нападаем, да? Хорошо, ребят, первая пара есть. Потихоньку разгоняемся. Спасибо большое. Так, давайте тогда встанем, стердаун с глазу на глаз. Да, давайте. Исраилов Эгемберди, Орозбай Асан, 2 кикбоксера. Выяснят, у кого же кунг-фу круче. Давайте поаплодируем пацанам, красавчики. Итак, у нас очередной поединок. Этот бой будет в весе промежуточном. Иман Шаварисаев, друзья, по прозвищу Саях, 22 года. Да, поаплодируем, давайте, первый боец этой пары. Ну и второй бой. Оппонент Имана Мавлянов Исхак, возраст 21, вес 61 кг, рост 174. Важный момент. Бронзовый призер Азии по ММА. Так, ребята, ассаламу алейкум. Во-первых, 22 года, 21 год, ну то есть разница небольшая у вас. Давайте о себе, Иман, познакомь себя, откуда ты, откуда приехал. Всем ассаламу алейкум. Меня зовут Шаварисаев Иманбек. По прозвищу Саяк. Почему Саяк? Ну, Саяк это... Я из рода Саяков. Нарынская область. Джунгалские знают. У меня база вольная борьба. Боксу вообще ничего не знаю. То есть просто по приколу сюда выскочил. Вот, по приколу. Ну, борец, да? Есть Да. какие-то там победы? Нет. Ну, хотя бы в районе Ну, выступал? в районе, в городе есть. Есть. Победы есть? Да, есть. Чемпионат на рынок. Не, не в Нарене, а в Джумбайский Бишкеке. район. А здесь? В Бишкеке? Выиграл, да? По боксу никаких навыков. Нет. По боксу вообще нет. Надевал перчатки? Ну, Было, да? на Пока лапах что не хотя было. бы Вообще не работал. надевал вообще, да? Нет, На лапах даже не работал. нет. По Вообще не мешку работал. не бил. Нет. Будет интересно. Это будет интересно. Чисто рубка будет.
Да, его соперник Исхак Мавлянов. Исхак, бронзовый призер Азии по ММА. Это правда, да? Да. Когда это было? Это было в 2019 году. Я уже занимаюсь спортом с 17 лет. У меня был перерыв где-то 2 года. Я уехал в Москву и вот, наверное, 3 дня назад прилетел. Мой тренер Раимбеков Талгат. Сам я живу в аэропорте Манас, там тренируюсь в клубе Манас Прайд. Сопернику удачи. Ну, мы сюда не по приколу пришли, мы сюда заряжать пришли, мы все тут серьезные, как бы, да, пацаны. Не все красавцы, да, да? все спортсмены тут. По приколу По тоже. приколу надо, да, этот прикол надо поменять как-то на серьезные намерения. Удачи. Ну, Исхак, все в твоих руках, чтобы все поменять на серьезный лад, да? Смотри, база какая, ММА, понятно. ММА. У меня было Прям ММА, база кикбокс, да. У меня универсал был, это боевое самое было. Там было кикбоксинг, ММА, и мы по боксу тоже выступали, по греко-римску тоже выступали. Ну, наш тренер, он отвез там, куда соревнования, туда я отвозил. То на грэплинг, то на бокс, то на тайский бокс. Без разницы было. Ну, Есть опыт. да, но в основном ММА были у меня. Вот сейчас, глядя вот на соперника, который вообще как не представляет, что такое бокс. Бокс смотрел же, да? Да. Боишься? Бокс это знаешь. Ну, знаешь, что такое бокс, но не боксировал. Нет такого какой-то недооценки, не появилось? Нет. Нельзя недооценивать человека вообще. Может быть, он уже до 23-го освоит что-нибудь. Ну, тут любой удар может решать, один удар и все. Поэтому нельзя недооценивать человека. Надо защищаться, надо стараться как-то. Но я не собираюсь ему проигрывать, не собираюсь как бы подпускать удары в втором раунде. А вот у тебя победы по ММА по любителям есть или нокаутом? По любителям, да, нокаутом у меня. Нокауты есть? Да, нокауты есть. Ногами, хайкики только. Ну, отлично. Ну, у нас помню, что руки. Да. ММА. Я отключу ноги, да. Чтобы не было такого, да? Нет, Бывает не такое? будет, да, не будет. Хорошо. Не, ну в целом, ребята интересные. Я думаю, что одна из самых интересных пар, потому что прям реально противостояние Да, борец да. против ударника, скажем так, да, он и по боксу может, и по кулачке. Но посмотрим, что из этого выйдет. Ну, на улице же дрался, Часто дрался. Вырубал? Было дело? Было такое. Ну все значит. Ну, получается, опыт и характер. Опыт и характер, по Да. сути. Но мне нравится то, что они ровесники. Да, это два парня, которые очень горячие, 22 года, 21 год. Но у вас разница в весе, я понимаю, 61 килограмм Исхак, 68 килограммов сейчас пока что Иман. Ну а как будет именно по весам? Ребята будут подгонять под один? Так, кстати, сначала отбор будет. Отбор будет там максимально подходящие соперники. Но когда отберем победителей, там уже жеребьевка будет. То есть со случайными оппонентами будут драться. Да. Это будет с 60 до 69 килограмм без разницы. То есть это одна весовая категория. Дальше с 71 килограмма до 81 весовая категория. Ну там еще тяжи будут 90 килограмм. Это единичный бой такой, единоразовый. Есть вариант такой, то, что вот ребята познакомились, скажем так, да, там бои провели, и вот у кого-то появится желание провести бой с друг другом. Конечно. Вот так, если Да, не да. жеребьевку делать, а вот скажут, я вот хочу с ним выйти. Нет, это не в этом турнире. Да. Когда кто-то кому-то не понравится или там просто как соперник, да, Интерес спортивный, может. да, интерес появится, тогда в дальнейшем, в следующем турнире, то есть это не турнир будет, а просто бой между вами. Это организуем нетрудно. Хорошо, Саят, скажи, пожалуйста, вот осталось не так много времени до боя самого, до турнира. Вот ты борец, есть вообще желание, не знаю, мысли начать все-таки лапы бить? Как будешь готовиться вообще? До турнира, походу, будем готовиться, пахать. Стойку будешь там тренировать? Да, только стойку буду. Будешь, да? Да. Не, ну надо, потому что все-таки соперник не самый легкий, да, ты сам наверное, Да. понял, сейчас по приколу было, но здесь ребята серьезные, Да. надо подготовиться все-таки. Не, я просто беспокоюсь, что ты не вышел такой и в ноги не полез, да? Вот такое Нет, дело. такого не будет. Не, Чисто главное, рука, как чтоб ты комбайн это- будем рубить.
Главное, чтобы ты голову не опустил, такой пошел, а потом где он? Поднялся такой, ищешь. Не, опыт есть, драки были, да, на улицах, так что не сомневаюсь, у него, я в его глазах вижу бойца, да, будет интересно. Да, давайте рассудим бойцов. Стердаун. Второй поединок нашего карда. Иман Шаварисаев, Исхак Мавлянов. Хорош. Отлично, пацаны. Итак, идем дальше. Ну, вот перед следующим поединком, Мир, я вот, честно, очень сильно кайфую от наших ребят. Я, честно, когда ты меня пригласил ведущим, я ожидал, что вот начнутся, пацаны придут, заряжены, начнут прыгать. На что я подписался, думал, вижу, ребята очень культурно себя ведут. Действительно, это круто. Потому что обычно как? В поединке такие прям культурные дерутся, а потом на улице уходят, вообще какие-то, как говорят, кашкалдактар же. А тут реально пацаны очень грамотные, воспитанные, это круто. Итак, что у нас дальше? Следующий поединок. Дастан Сыргабаев, Нурсеит Кулатбеков. Давайте представим бойцов. Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе Дастан Сыргабаев. Кубатбеков Нурсеит, возраст 24, вес 67 килограмм, база бокс, рост 175. Тоже аплодисменты. Да, похлопаем. Итак, смотри, еще одно противостояние боксера против борца. Но тут уже кандидат в мастера спорта по боксу, по борьбе против боксера. Сейчас мы узнаем, ребят, вообще, чем они занимаются. Давайте. Дастан. Всем салам алейкум. Меня зовут Сыргабаев Дастан. Я занимался с первого класса до первого курса греко-римской борьбы. У меня в бою это первый раз. Была уличная драка, а в октагоне первый раз. Хочу посмотреть себя на октагоне, ощущения. Я уже как месяц тренируюсь, вот на стойке, по удару. Что сказать? Спасибо вам за организацию большое. Даете шанс молодым ребятам. И желаю успеха моему сопернику. Души. КМС по греко-римской борьбе, получается, на чемпионате Кыргызстана Да. доходил до финала? Да. Ну, красавчик. Выигрывал? Проиграл. Проиграл. Поэтому кандидат в мастера спорта, да? Ты красавчик. Это когда было? Это было в 2016 году. А что дальше у тебя не получилось? Потом чуть денег нужно было родителям. И постепенно тоже параллельно начал работать. И чуть перестал тренироваться. И потом пришел в Москву ехать. Вот так. И вот теперь хочу себя представить в бою, посмотреть себя, может тут получится. Как говорится, получить опыт. Да. Ну, видишь, да, это популярная практика в нашей стране. Не все же становятся там Акджолом, Махмудом, не все становятся Валентиной Шевченко. Основная масса, 99% это люди, которые вот пытаются что-то делать, но в итоге все упирается там в финансы, наша жизнь, и в итоге уезжают в Россию, уезжают куда-то там, и в итоге это вот наша страна покажет. У меня такая же история. Я тоже всегда хотел стать профессиональным бойцом, да, и тренировался, там, что только не делал, после работы, там, не знаю, после пахоты до утра там с отцом, да, на заводе. Ну, и, конечно, у меня времени не хватало, потом и денег не хватало. Пришлось мне уехать, так же, как и ты, в Россию, немного заработать денег, и уже мне, конечно, поздновато, уже песок сыпется, как говорится. Да, и поэтому решил дать возможность другим, да, и мне это нравится, я получаю от этого удовольствие. Всегда хотелось работать с кайфом, так сказать, и вот я здесь. Да, спасибо большое. Круто. Сейчас даю возможность ребятам. Я думаю, что, возможно, кто-то из них выстрелит, да, заработает деньги, накормит свою семью и достойную жизнь будет провести, да? Молодцы, ребята. Так, КМС по греко-римской борьбе, и против него боксер Нурсеит Кулатбеков. Нурсеит, салам алейкум. Валейкум ассалам. Как ты вообще? Отлично. Один момент, Нурсеит, прозвище акула. Да. Объяснишь нам? Правильно. Акулы там в океане, хищники, да, а мы здесь будем, иншаллах. Все, Вот такие планы у нас. базару нет. Круто. Так, смотри, ты боксер. Какой уровень у тебя бокса? Там уже полгода
Ну, раньше занимался, оставил, занимался, работал, поэтому. Ну, база бокс. База бокс. Где Да. занимался? Стронг. В Стронге, да? А сейчас где занимаешься? Стронг. Сейчас в Стронге, да? У Ну, нас оставил, занимался, оставил, работать надо же, поэтому. Теперь будем плотно заниматься. Когда предложили поединок вообще в целом, как он отреагировал? Откуда появилось желание появиться? Ну, короче, я как обычно в зал пришел, тренер сказал, что там бой будет, хочешь. Я сказал, давай. Вот. Там мне понравилось, что там здесь клоунада, вот это не будет, поэтому согласился. Красавчик. А вот Достойно. А если бы были бы вот эти, там я бы не согласился. когда вот эти вот, ну поняли, да? Да, да. О ком говорим? Фриговые такие постановы. Да, постанову там. Борец. Соперник вот хороший там, КМС, да? Да. По борьбе. Там греки тоже настойкой заработают. Ну, в клинче может, мне кажется, да, помочь тебе. Да. Мы тоже там, у нас есть планы. Не будем сказать планы какие. Сейчас, Секрет будет. Смотри, бокс обычный от нашего бокса отличается, да? Все-таки маленькие Да. будут перчатки. Определенно есть. Ну там, подготовка? он же борец, там не будем бороться, там моя стихия будет. Там. Нет, по боксу поменял будет. подготовку свою именно к этим перчаткам? Да. Уже начали там на перчатках работать, вот ММАшные. Там ММАшники тоже есть в зале, с ними работаю сейчас. Готовимся, он борец, ну там не будет борьбы. Ну, понятно. Дастан, ты как готовишься? Есть уже какой-то план конкретный? Да, уже конкретно уже плотно тренируюсь. Вечером каждый день 2 часа. Я уже вот чисто на кулаках, то есть без перчатки, без ничего. Чисто на лапах, на кулаках. Ты сам один тренируешься? Нет, старший брат. Саша, да? То есть, Да. имеется в виду без Да, тренера? да. Он тоже когда-то был чемпионом, вот он помогает все. А бокс был чемпионом? Ну, да, Кто? Мурат. Хорошо, Мурат. Я думал, хотя фамилию скажешь. Ну, круто. То есть, в принципе, специально куда-то не ходил, не Нет, тренируешься, нет, дома нет, да. ставишь свой Да. удар. Ну, круто. Нормально. Ну я думаю, там раньше я же оставил, тренировался, и теперь не буду оставить, я думаю. Есть шанс выпал вот такой. Будем дальше идти, здесь зарабатывать, иншаллах. А вообще, Вот вот это- поэтому я здесь сюда пришел, чтобы там не работать на кого-то. Чисто заработать, там, работать на себя, кулаками заработать. Хорошие цели, хорошие амбиции. На что надеешься против боксера? То есть за счет чего ты собираешься побеждать? Это пока что секрет. Он в октагоне все увидит, когда я его выиграю. все какие-то Сюрприз таинственные. будет, Да, Как по дыхалке? По дыхалке у Три меня раунда продышите? смело. Мы в зале там 12 раундов работаем по 3 минуты. Полчаса работаем. Мгм. А Ну, здесь и сколько у минут борцов- будет? У борцов дыхалка нормально. Боксеров тоже. Боксеры. Сколько минут будем драться? По 4 минуты 3 раунда. Да, ничего. Смело. Все. Ну тогда бойцам готовы. желаем удачи. Встаем, да? Посмотрим, да. У нас третья пара. Дастан Сыргабаев, Нурсеит Кулатбеков. Разделит октагон. Добрый. Ну и, наверное, один из самых ожидаемых поединков нашего карда. Бой двух тяжеловесов, два действительно настоящих гиганта. Улукбек Мамытов, первый боец. Его, давайте, аплодисменты. По прозвищу Батя. И его соперник. Рыспеков Булут болмок, бирок анын ордуна анын досу чыгып атат. Кыялбек 32 жашта, прозвище Танк. Ну что ж, действительно интересный поединок. Улукбек и Кыялбек, два парня, которые даже знакомы, я знаю, что даже выступали друг против друга. Есть такое, да? Я знаю, что у вас есть бэкграунд, в отличие от других ребят, вы знакомы. Я знаю, что вы выступали друг против друга. Давай сначала познакомимся, Улукбек. О себе пару слов.
ваша база, чем занимались. Я знаю, что выступали также в Батырбаши, в ММА, у вас есть рекорд. Всем ассаламу алейкум. Сам, как говоришь, Батырбаши выступал, Номад выступал, организация. И по боевому самбо тоже много боев я провел. Вот на этот турнир тоже у меня братышки есть знакомые тоже. Они предложили меня. Вот так, братан говорит. И я так смотрю, хорошая организация, будущее есть. Я согласился сюда, да? А как по себе? Я вот постоянно тренируюсь уже, уже 20 лет уже, больше 20 лет я уже спортом. Так я знаю, уже спецназовец, да, еще? Скорпион. Да, раньше служил в Скорпионе, в Токмаке. Сначала рядовым солдатом был, потом тоже за родину я тоже служил. На кулаках как навыки? На кулаках у меня хорошие, у меня уличных боев достаточно для себя у меня. Я могу там выйти, да, с кем-то там, раз на раз и выйти и подраться могу я так. Даже не с кем-то, а с любым. Можно сказать, с любым тоже. Ну, так, просто так я не дерусь, если там при желании можно, да? При желании. Если придется. Надеюсь, желания немного, да? Не постоянно это желание? Нет, если у кого-то там желание есть, там, на кулаках, там, я могу так выйти просто так и подраться. А так, сопернику тоже желаю удачи. Так. Он же тоже, я не считаю, что он мой враг, да? Это для меня спорт, я говорю уже, больше 20 лет я уже выступаю уже. Ну, не выступаю, но тренируюсь, да? Ну, так, сам редко выступаю, ну, больше 20 лет я тренируюсь. Вот Это так. серьезный срок, 20 лет. Серьезный Да. срок, всю жизнь, Это по сути, практически спорт. это жизнь. Да. Итак, его соперник Келимбек. О себе пару слов. Кыялбек. Кыялбек. Да. Кыялбек. Пару слов о себе. Ассаламу алейкум. Біз 32 жаштабыз. Біздің дағы ушул спортто жүргөнүбүзгө 10 жылдын жүзү болду. 10 жылдан бери спорттобуз. Кудайга шүгүр, жакшы жетишкендиктер бар. Базовый, греплердин ВЭФте, ВЭФ Алматөрдө, кругойлордо выступать этип жүргөм. Серьезно. Биринчи любительский боюм Улукбек менен болгон. Экөөбүз беттешкенбиз. Значит, есть предыстория. Токмокто биринчи боюм болгон. Жашын ачылы. Мен ошондо даже тренировка кылбай эле чыгып урушкам да. Бою эмне экенин билбей чыгып урушуп болгон. Ошондон кийин Характер есть. ошондон кийин түрткү болду дейм. Ошондон бери экөөбүз доспуз. Жакшы бул дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Мен дагы көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Ну, мен деле мисалы даярмын. Мен деле отказ бербейм. Кудайга шүгүр. Биз дагы үзгүлтүксүз кылып атабыз тренировканы. Көптөгөн жактардан азыр предложениялар түшүп атат. Бул жакка уруш, бул организацияга уруш деген. Анан силердин организацияңарды сыйлап, неге дегенде кыргыздын нукур ат экен. Ошону угуп келип, силерге да рахмат. Ушундай жаштарды, Кыргызстанды биринчи желекте спортсмендер көтөрөт да. Ошон үчүн силерге дагы чоң рахмат. Ушунча организация уюштуруп, жаштарды колдоп болсоңар. Силерге да ийгилик, мен эмне дейм, сопернингиме да ийгилик. Күчтүүсү жеңсин. Буйруса ошол маал келгенде көрөбүз. Чоң рахмат. Жакшы сөз болду. Менен негизги суроо бар да, ошо биринчи беттешти ким утуп берет ошо? Биринчи беттеште улук уткан. Анда мен чынында эч нерсени билбейчимин. Кандай болду? Даже Грэплинг боюнча или... жок, бой беспилотка ММА. чыкканбыз, ММАга урушканбыз. Андан ошондон бери экөөбүз жолугуп элекпиз. Ну, бирок ошондон бери дос болуп калганбыз. Ол эмне участие эсиңерде?
решение судья болгон да. решение судья менен утулган ошо. Бой ушундай болгон. Жақсы. Бокстан машыгасыңарбы же Ооба, соревнование чыгыпсыңарбы? бокста машыгып, соревнованияга чыкпайм, бирок колдор алхамдулилля. Жакшы буюрса. Чисто спортивный интерес болот экенде эки достун ортосунда. Бирок бар да ичигирде мындай утуруп коесуңар мурун, азыр реванш алайын деген ой бар да баары бир. Эми мисалы менде андай деле ой жок. Может, балким экөөбүз урушкандан баштап мен булдан кийин көптөгөн ийгиликтерге жетиштим да. Эми күчтүү боецтерди жеңдим. Эми мындай проигрыш болбоду да мага. Может, как спортсмен больше опыта набрал. Как уважаю. Силердин ошол эле суроого, какие планы, какой геймплан, как собираетесь, как говорится, победить? Геймплан у меня хороший. Думаю, во втором либо первом раунде я закончу бой, наверное. Нокаутом? Конечно, закончу, как говорится, бой. На кулаках. Понятно, да. Логично. Не, прозвище, кстати, к батя тоже подходит. Да. Подходит. Батя, получается, пасынка, да, построить? Ну, как это, батя? Я этот, Образно говоря. отец я 5 Детей. да, детей. Нет. Не, ну красава. 5 детей. Давайте только не будем, наверное, потому что все-таки это серьезные люди уже. Да. Давайте стартап. Так, Ялбек и Улукбек, друзья. Так, друг другу в глаза смотрим. Один из самых ожидаемых поединков нашего вечера. О! Мне надо штаны поменять. Ну что ж, уважаемые любители смешанных единоборств и всех остальных видов спорта, мы продолжаем. У нас очередной поединок нашего карда. Первый боец, 29 лет, Муса Орузбеков по прозвищу Мангуст. Так, оппонент Мангуста Киборг. Достанов Эмир, возраст 20 лет, вес 75. Уличный боец, навык. Бывает такое, кажется. Его соперник боксер, уличный боец. Давайте познакомимся, начнем по старшинству. Муса, давай познакомь себя, чем вообще занимаешься, где тренируешься. Так, менин атым Орозобеков Муса. Спорт менен машыгып жүргөнүбүзгө почти 5 класстан баштап эле машыгып жүрөбүз. Ортодо перерывтарда болду. Москвага, Турцияга иштеп, Кыргызда иштеш керек, жамбагыш керек менен эле спортсмендер көтөрүлүп алат го. Ошол аралыкта бир 5 жыл аралыкта тренировка болгон жок. Бирок данный момент бир 3 жыл, 4 жылдан бери эле тренировка упорно болуп атат. Шүгүр Кудайым буйрса, эми көп жерлерден изденип көрдүк. Негизи өзүм боксер болгону менен ММА'га да чыгып көрүп жүрдүм. Жана Арашыр ММА дегенге чыгып көрдүм, ал жактан чота казактарды Москвага чейин неметип барат туруп, аяка да чыгып жүрдүк. Өзүбүздү жеңиштер ал жерден ММА'дан чиста болгон жок, бирок бизге күрөш керек экен, грэплинг керек экен, ол полду алдырып эткенбиз. Бирок ал жерден ала алган жокпуз жеңиштер. А бирок бокстан бар. Жакшы эле. Бирок айтпай эле бар. Эми ал секрет болсун ал данный моментте. Токмоктон школасы боксы билесиз, да? Игорь чыккан, Иснариев чыккан, Горбаштар чыккан. Турат Осмонов ал байкебиз болот, ал да мирлерге чыгып участвовать этип жүрдү. Ошо биз деле алардын аркасынан врачкалар болобуз, алардын, бирок алардын аркасынан биз деле келе атабыз, эми Токмоктун атын түшүрбөйлү деп. Ошо Мангус деп биздин атыбыз мурун кичинекей кезде заниматься этип жүргөндө эле ошо Мангус болчу да. Анан ошол агайым жакчы, ошол залдын атын мен до сих пор көтөргүм келчү. Тренер болгум келчү, тренерлик жактарды аткарып жүрөбүз, бирок эми могу Мангус деген атты эмне үчүн неме алдым, просто тренерим сыйлап да, уважать эткеним үчүн ушул Мангус деген залдын аты Мангус болчу. Тренерди уважать эткеним үчүн кийин чтоб
следующий немеде мындай көтөрүлүштөр болуп калса, знаменитый нерсе болуп калса, буюрса ошол агай көрүп кичине сүйүнсүн, кубанып калсын деген. Жақсы. Эмир. Эмир, пару слов о себе, уличный боец. Всем ассаламу алейкум, пламенный ассаламу алейкум. Я сам с родом Джалабада, приехал после вчера. Уличный боец, занимался примерно 2 года. Уличный Майами? На улице тренировался с братьями там. Вот все, дал себе прозвище Киборг. Почему? Потому что у меня с киборгом, с роботами совпадает этот характер, понимаете? Характер, стойкость. Вот То все. есть боли не ощущая, идешь вперед. Несокрушимость еще есть у меня. Все. Хорошие качества. У нас качество совпадает с киборгом. Слышал в новостях там про киборга там говорят. Я там удивленно, нифига себе, они про меня говорят, что ли. Дал себе сразу киборг. Все. Противника как собираешься победить? Как уже сказал он, опытный боец, то есть боксер. Моего противника уже на глазах его вижу страх. Еще что сказать, уже понимаю, на первом раунде я буду найти ее ключ, на втором раунде я буду ее учитывать, в третьем раунде буду уронять. Надо будет, досрочная будет победа. Победа за мной. Сөзүнө уважуха. Негизи бул баягы Канелода ушинтип айтпады беле, бип алгач. Ансарында эми соперниктиме удачи. Бизге победа. Мусал, каршылаш тууралуу. Эми уличный боецмин деп атат, балким айтпай да иштегенич, балким бул вообще Кыргызстан чемпиону эле биз билбей жүрөбүз. Мына оюң кандай буга боюнча? Эми уличный боец дегенде биз деле Токмокто уличный боец болуп чоңойгонбуз. Бизди Токмокто негизи көбүнчө мындай көчөдө жүрүп неметкен үчүн бизди ата энелерибиз ошол немеге берет да. Бандит болуп кетпесин, баягы ошо спорт менен алек болуп көтөрүлсүн, бирдеке болсун депчи. Ошо ойдон келип калдык. Насчет ушул Каган дегенге да чоң рахмат байкебизге биякачы. Залда тренировка алып, балдар тренировка алып келатканда байкебиз келип калды. Ошол жерден жолуктук, баарын сүйлөштүк, көп нерсени чечиштик, мисалы. Шүгүр Кудайым буйрса эми жакшы бой көрсөткөнгө аракет кылабыз, зрелищно. Анысы жакшы экен. Анан кийин сен, допустим, отбордон өтүп калдың дейли, там финалга жетип калдың дейли. Сен өзүңдүн жакыны Нурсейит. Экөөң чыгып калсаңар финалга. Мушташасыңарбы? Ученигим жок, мен жакшы эле иштегенге аракет кылам. Эми зрелищный бой деп бизге обещать эткенбиз башында эле. Бул жерде достук неменин аренанын сыртында, аренанын ичине киргенден кийин ал достук, братишка, эне деген ал башка. Чисто спорт. Чисто спорт. Болтбек менен Реал деле барбы? Да. Молодцы. Круто. Эмир, я знаю, что ты в России также, да? Да. Там был, в каких-то, по-моему, организациях. Расскажи эту историю вообще. Там я двигался прям на улице, был там в боях, там в хардкоре. И еще там есть этот боец. В хардкоре есть один боец. На его лиге тоже был. Хотел газануть, но там нету бойцы на моем уровне. Ну вот, не получилось. И еще хотел обратиться к физруку. Там видеообращение хотел сделать. Первый карт смотрел, третий карт смотрел. Второй карт тоже смотрел, третий тоже смотрел. Нету из них на моем уровне. Не получилось там с ними драться. Там знаем, какие 17 Там балаболы, все балаболы. Лучше закрыть эту лигу, не позорить. Мы об этом сообщали ребятам, то, что у нас в целом есть какой-то интерес, потому что мы ребят вообще не знаем.
посмотреть вообще на уровень спортсменов, бойцов. У нас есть перчатки, если что. То есть по желанию, ребят, каждый из пар можете просто чисто без травм, налегке попробовать одной рукой, то есть двумя руками это вообще заметно. Сделай. Здесь там есть шоу. А, вы прям сразу решили, да? Дергай. Далеко не отходим. Вот так. Ближе сюда. И сразу чувствуй. Вот так. По корпусу, по корпусу. Дюрну по корпусу. Не отпускай. Вот так. Дюрну по корпусу. Вот так, вот так, вот так. Время. Отлично. Ну круто, да. Да, Муса, Масан говорил, что уличный боец. Что думаешь теперь? Соперник не подарок, нормально. Уже чувствуется. Вес тоже роль играет. Но менден жаш, моложе, заряженный. Топлива много у него. 8 жаш деген эмне деген шумдук, нормально? 10 почти. 10 почти. Эмир, финальные слова твои. Финальные слова. Что сказать? Удачи, братан. Тренеры, уличный боец, это вообще наш главный бой будет, иншаллах. В этом вечере, иншаллах. Итак, противостояние тренера и уличного бойца Мангуст и Эмир. Киборг. Страх. Хорош. Следующий наш боец Равшанбек Ул Ахматбек, возраст 16 лет, вес 63 килограмма, рост 175, база борьба, ММА, псевдоним Сахар. Ну, я знаю, что соперника пока нет, да? Его соперник, видимо, струсил, не пришел, поэтому, если есть желающие, те, кто видят нас, можете стать его соперником. То есть нужно понимать, 63 килограмма примерно этот вес, ну и плюс парень борец и представитель ММА, так что кто желает, в принципе, можно устроить бой. Салам алейкум. Менің атым Равшанбек Ул Ахматбек. Менің базам борьбадан ММА. Ешкенде бар мындай? Ооба. Каяқтан? Стром Коломбияда істеп жүргем. Немеде іштерді? ММА. Любительский түрінде, да? Ооба. Қанша жеңіш бар, қанша жеңілу бар? 2 жеңіш, 3 жеңіш. 2 жеңіш. Шундай. 3 жеңіш, 3-2. 3-2, да? Жеңіштері не болған? Борец болғаннан кейін сабмишнменен, нокауттармен? Очковмен. По очкам. Учетый. Қалқай қашқан андай? Жақсы, да. А поражение не дем қолды? Поражение сдушающий болған. Екі жолдан? Бияқтан ұлышай жоқ болды. Соперник бойынша қандай соперник болсын қалай айтылған өзіңе? Соперник любой. Соперник таңдамаймын. Бұл жаққа чемпион болам деп келгем. Чемпион болып кетем, иншаллах. 16 жашта кезің, Ооба. қанша жылдан бері мындай машығып жүресің? 10 жаштан баштағам. 2 жыл, 2,5 жыл борьбадан. Анан 1 жыл дем алған. Анан ММАға өткөм. ММАда дагы ошондой 2 жыл, почти 3 жыл болуп калды. Значит, бокстан опыт бар, Ооба. тажрыйба. Бізге қанша қалдың? Қаяқтан тауып? Тимурлан Барстын историясында көргөм. Көрсөм жаңы ачылыптыр. Анан сразу жаза койдум да, мерпайке. Да. Есмол қарсылашы бар болчу, соперник же был у него. Исхак деген балалар болчу, келбей қалды. Ну, ничего. Найдем, да, соперник табылат. Дагы резервте турган балдар бар, бирөөсүн тандайбыз. Представь, давайте поаплодируем.
Ну и переходим к финальному поединку нашего вечера. В пресс-конференции два очень заряженных парня, молодые. Эрмек Алмазбеков, друзья. Его оппонент Иминов Азамат, возраст 21, вес 65 килограмм, рост 187. Так, получается высокий. Двухкратный чемпион Кыргызстана по кикбоксингу. Интересно. Хорошее достижение. Ну, они оба высокие. То есть Эрмек, в принципе, тоже не маленький, да, метр 80 сантиметров, 70 килограммов. Именно Азамат вес 65 килограммов. Азамат, давай все познакомим. Двукратный чемпион Кыргызстана по кикбоксингу. Когда стал? Салам алейкум всем. Меня зовут Азамат, 21 лет, родом из Екатеринбурга. Приехал сюда и здесь учился, закончил учебу и тренировался здесь. И уехал в Россию, последние 6 лет там жил, в Питере. И вот занимался кикбоксингом у Шусанной. Сколько, 7 лет, по-моему, если не ошибаюсь. Являюсь двухкратным чемпионом по кикбоксингу. Эти были, когда в 15 году и 16 году было. Здесь не все понимают, что такое ушу саньда. Вкратце можешь объяснить? Ушу санда это типа как кикбоксинг, но и можно и перевести его. Ну, бросок можно. Не, бить нельзя, только бросок, там есть все. Как пятак силат на удар. Да, лицом можно. Соперник Эрмек Алмазбеков, база самбо, понимаю, да? Салам алейкум. Жалауатан болобуз. Эки күн болду Москвадан келгенибизге. Келип эле бул жакка келдик. Бул жактын организатор рахмат, чакырышты. Бул жакты барышны сырасынан көрүп келдик. Эки алма катуу болду. Соперник жөнүндө эмне деп ойлойсуң? Красавчик. Боксер. Ну, был бы ММА, ну, воткнул бы, конечно. Сам менен эмес. На руках? Спортивный или боевой? Боевой самбо, конечно. Ну, значит, на руках. Я тоже не из библиотеки вышел, короче. Мечтай так, да. Я не мечтаю. Интересно, вот боевой самбо участвовал на чемпионате Кыргызстана? Ну, не чемпионате, но в любительских боях-то. Ну, по большей части на улице дрался. Как думаешь, за счет чего ты можешь вот Азамата выиграть? Есть какой-то план? Я панчер, поэтому выиграю. Ударник. То есть, да, ударник. Нокаутирующий удар есть. Имеется. То есть можно рассчитывать на досрочный, да? Да, конечно. Есть мнение, в какой раунд, например? На втором. То есть первый раунд. Первый раунд я его отправлю. Второго уже не будет. Так. Ну, это интересное сражение, потому что самбист против кикбоксера. У нас второй кикбоксер, да, сегодняшний вечер. Я не помню, ты был, да, первый кикбоксер, вот второй кикбоксер. Интересно, потому что кикбокс, я думаю, что идеальный спорт для именно любого бойца. Для любого бойца, для этой дисциплины. Но боевой самбо, я считаю, что очень сложный будет оппонент. Что ты думаешь по нему? Соперник тоже нормальный, вижу, спортсмен там тренировался и такой заряженный, но это спорт как бы. Сегодня выиграю я, завтра проигрывает он. Смешно, смешно. Много говоришь, брат. Я здесь много не говорю. Я буду выполнять прям. В боях увидишь. Я с, Эрмеком вместе выросли в районе, Брат, ты много газуешь, Много чего себе не позволяю. Если кто-то будет там неждануть, если кто-то хочет нам газануть, то у вас не получится, хорошо? Лучше этого не сделать. Ответ будет жестким, брат, запомни, хорошо? Ответ будет жестким. Ответ будет от него жесткий или от вас двоих? От меня будет. Так. Скорее всего, иншаллах, здесь будет наша команда, и мы, иншаллах, мы будем поднимать эту лигу на пик, на вершину, иншаллах. Я вам даю слово. Мы с тобой тоже как-то увидимся. Да, если мы здесь не местные, поэтому. А он тоже с Екатеринбурга приехал. Да. Он вообще не местный. Как раз одинаковый. Вы хотя бы с Джалабада. Ну, я же вырос здесь. Да. Вдвоем на одного у нас, знаете, то есть мы как серьезная организация себя представляем, и вот эти
вдвоем на одного, троем на одного, Не, там это всё не лучше, катит. лучше спортивному интересу, без газа. Не Не стоит газовать. Мы только что пробовали минутку, если есть желание, я не против там. Ну все тогда, стердаун. Давай, Сердан. Да, финальный поединок нашего карда. Эрмек Алмазбеков против Азамата Иминова. Противостояние самбиста, кикбоксера. Хорош. Так, правила простые. Ногами не бьем, не толкаемся головами. Да. Можно или только печень, корпус? Можно в лицо. Так, и кепку ты заранее сними лучше. Все, бокс. Серьезные бойцы. 10 секунд. Хорошие удары. В отличие от той пары, да? Не пожестче бьют, да, прям? да. Пожестче бьют. Все, время? Время. Отлично. Да, прям зарубились. Не, ну в отличие от предыдущей пары, которые были технари, было видно, да, прям хотят на технику. Тут прям зарубились, да? Да, сразу хотят вырубить. Говорил я, ударник, поэтому. Не, ну интересно будет. Есть ли какие-то мнения после этого спарринга? Что-то изменилось? Нет. Я думал, что соперник будет нормальным. И так и получилось. Но бой вечера будет наш, иншаллах, брат. Конечно, наши. Что ты скажешь про его навыки бокса? Боксер видно. Есть техника, есть удар. Ну, есть Ну, техника. теперь друг о друге знаете представление, да, как бы, и можете подготовиться как следует, Конечно. зная друг друга. Ну, Кстати, кто забрал? Я так и не понял. Есть мнение? никто, мне кажется. Есть мнение? Есть мнение, кто забрал? Ну, зрителям будет видно. Скажите, в комментах напишите. Да. Мне кажется, такой равный поединок получился, да? В принципе, и тот, и другой пропускали. Да, да. Ну что, друзья, завершилась наша пресс-конференция. Какие вообще мысли? Ну, мысли хорошие. Я Жарко ждет, да, бомба прям. Сегодня я вижу, какие бойцы пришли, да, и в принципе я не сомневался, когда подбирал всех. Хорошие, с навыками, с характером парни пришли. Я этому очень рад и уверяю зрителей, это будет бомба, это будет жара. Мощно. Как вы видите, у пацанов кулаки заточенные, наточенные точнее. Ну, подписывайтесь, лайки, поддержку ждем от зрителей. Поддержку даже не каналу, не нашей лиги, да, а именно бойцам. Да, мы оставим, наверное, ссылки на все соцсети пацанов. Подписывайтесь на них. Давайте прославлять наш ММА, прославлять наш спорт. Ну и, ребята, всем спасибо за такую чистую пресс-конференцию, без грязи, это было очень круто. Друзья, это Лига воинов Каган, совсем скоро нас ждут очень жаркие поединки. Сегодня пресс-конференция прошла очень чисто, были бодрые противостояния, пацаны даже зарубиться успели. Но самое главное, мы с ними познакомились. И совсем скоро первый наш турнир. Оставайтесь с нами и держите удар. С вами сегодня были основатель Лиги Каган, это Мир Алмаз и я, Бексан Усналиев.